мы сегодня обсуждаем не сам процесс установления границ, а скорее ситуацию, возникшую в связи с тем, что вокруг заявления чиновника правительства Северной Осетии, в частности, министра имущества Руслана Тюдеева, нет какой-либо реакции со стороны Осетии. То есть вот это ключевой вопрос, который мы сегодня хотели бы обсудить. Чтобы вот этот вопрос обсудить, мы здесь встречаемся с группой общественных деятелей, государственных деятелей, которые каким-то образом этого вопроса касаются. Вот у нас сегодня в гостях Закрим Амилов, депутат Ингушского парламента, Народного собрания Республики Ингушетия, Анжела Матиева, общественный деятель, Чикти Хусен, гражданский активист. И мы сегодня встречаемся на площадке 6-го портала. Вот. Сегодня у нас, как я уже сказал, это значит вопрос вокруг заявления министра имущества Осетии Тюдеева. Вокруг всей этой ситуации, опять же, как я уже сказал, возник такой резонанс, какое-то общественное обсуждение, объявление какое-то возникло, в котором ключевое место занимало мнение людей, что отсутствует реакция как властей, так и общественности вот в его институциональном понимании. Вот общество, как граждане, да, где-то там на кухне где-то возмущается, там на собраниях возмущается, то есть там в бытовых условиях, но при этом мы не услышали каких-то политических партий, мы не услышали общественных организаций, мы не услышали государственных органов власти, которые прямо ответственны по этому вопросу, будь то Минимущество, будь то Миннац, в таком ключе. Это чисто, если говорить с позиции прямых обязанностей регулирования этих вопросов. Я уже не говорю про политические заявления, которым политические фигуры делают, там, председатель парламента, глава может какие-то заявления сделать. Поэтому хотел, чтобы мы сегодня именно вот в этом ключе этот вопрос обсудили. Почему так происходит? Почему наша позиция такова в нашем регионе? Вот на этот вопрос так реагирует. Что мы должны сделать? Какие задачи и цели мы перед собой должны поставить, как общество, так и власть, чтобы завтра не оказаться в ситуации сентября 2018 года. И вот я бы хотел, чтобы начать все-таки с Закрима Амилова, чтобы вы как-то обозначили, какова ситуация, вот, находясь внутри одного из органов власти в республике, в законодательном собрании, что происходит? Баркул, мы все, наверное, слышали, да и население Ингушетии, и политические силы, и властные структуры слышали и в курсе выступления Тюдеева, этого министра имущественных отношений республики, соседней республики, который, в общем-то, заявил, что уже произведено описание границ городских сельских поселений, произведено описание границ муниципальных образований, и границы муниципальных образований, как вы правильно ответили, он говорит о том, что границы муниципальных образований совпадают с границей, в общем-то, между субъектами, установленной в 1957 году. Он имеет в виду 1957 год, это та граница, которая на сегодня, вот она условно эта граница, которая на сегодня существует. Но насколько она законна? Эта граница не имеет под собой никаких законных оснований. Эта граница была установлена, если так можно сказать, нарисована на карте. Это значит, на контрольном экземпляре карты была установлена вот эта вот граница, и этот контрольный экземпляр карты подписали. Первый подписал чиновник Чечено-Ингушской республики, значит, вторым его подписал уже, когда был создан Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушской республики Алмазов. Третьим подписали даже не руководители президиума, а чиновники президиума, секретарь Президиума Верховного Совета Правенький
и потом Кожуховский, тоже занимавший должность. Поэтому она под собой не имеет никакой юридической силы, так, границы. Она была установлена просто вот в волевом порядке, примерно так же, вот как в 2018 году, перед фактом мы были поставлены по значит, отделению нашей территории. Это одно. Но вот это заявление под собой, вот, на мой взгляд, имеет далеко идущий план. Во-первых, они проверяют реакцию. Они проверяют реакцию значит, властных структур Республики Ингушетия. Они проверяют реакцию общественных организаций, законодательной власти, в общем, реакцию ингушского общества, реакцию Республики Ингушетия. К сожалению, реакция, вот, на мой взгляд, она неадекватна. Хотя это провокационное заявление, но реакция неадекватная. Мне кажется, что наши властные структуры, власть, именно власть, представители правительства, представители того же Министерства имущества, парламент, должны были отреагировать и дать понять, что вот такими вот заявлениями провокационными, во-первых, нас не проймешь, во-вторых, дать понять, что мы не лыком шиты, мы понимаем, что вот это заявление чисто провокационного характера и решение вопроса установления границ, она-то в принципе должна лежать в другой вопрос. Хотя, пример 2018 года, сентября 2018 года, понимаете, о чем я говорю, с восточными нашими соседями, когда подписали руководители субъектов, узаконили его как бы незаконным путем фальсификации, но протащили через парламент. Потом мы видели, какое было решение Конституционного суда Российской Федерации. Абсолютно политизированное, абсолютно неправильно, не имеющее под собой юридической силы. Вот, видимо, они надеются тоже на это. Но сегодня как раз наша общественность и парламент, все общественные движения должны поставить и построить свою работу так, чтобы вот именно руководство республики, нынешнее руководство, я не говорю, что они на это пойдут, но надо дать понять, что вот этот вариант уже не пройдет. И, значит, народ не допустит того, чтобы вот таким вот бессовестным волевым порядком, значит, граница была установлена в нарушении всех законов. Есть закон о реабилитации репрессированных народов, есть закон о реабилитации жертв политических репрессий, где все акты репрессий были признаны незаконными и, мало того, преступными. И там прямо идет вопрос и территориальной реабилитации. То есть в 1944 году граница между субъектами, значит, ну тогда Чечено-Ингушской автономной области и Северо-Осетинской автономной области в 1925 году она установлена при обоюдном согласии. Эта граница существовала до 1944 года. В 1944 году она беззаконно была упразднена, и вот по возвращению мы не получили свой привилегий. Поэтому, мне кажется, сейчас все властные структуры, все парламент в особенности должны принять решительные меры. Мы, значит, вот на последнем заседании и я выступил, и некоторые другие депутаты, именно вот по положению вот этого заявления о том, что необходимо в конце концов нам определиться в законодательном плане и принять закон или поправки к Конституции, в нашу Конституцию, где мы, значит, в 2009 году ввели закон о местном самоуправлении и приняли Конституцию без включения пригородного района. Вот проект, в принципе, у нас уже подготовлен. Я сказал, что мы будем его инициировать на следующее заседание. Но посмотрим. К сожалению, мягко говоря, не весь депутатский корпус у нас однороден. Есть, как и в прошлый раз, есть люди, которые пойдут, если будет оказываться давление, значит, на соглашательные, идти на нарушение законов. И еще одно. Если только мы вот сегодня, в 2021 году у нас же будут выборы парламента, выборы, значит, Государственной Думы, вот здесь вот надо приложить максимум усилий, подключить все наши общественные организации, партии, чтобы в парламент пошли люди патриотически настроенные, люди честные, люди, которые не пойдут на какую-то сделку ради каких-то там материальных выгод или еще чего. Если мы этого не сделаем, если у нас парламент не будет наполнен
мягко говоря, я извиняюсь за выражение, нормальными людьми, мы будем вот получать вот такие вот проходы. Вот я об этом думал сам. Вообще, в принципе, хотел сегодня этот вопрос поставить. И вот, закрыть, как бы, ну, в принципе, из своей речи я понял, что все-таки как бы это чуть ли не ключевой момент, что это какая-то провокация, что это, как Я так назвать, разведка боем, на что, условно говоря, мы способны или как, насколько адекватно или неадекватно мы себя поведем. Вот в этом ключе вот я в целом обозначил, что вот как-то от общественных организаций, от органов власти у нас не было реакции, но при этом надо отметить, что вот, когда я вот приглашал и Гусейна Чакиева, и Анжелу Матиеву, я их приглашал именно еще и потому, что вот это две фигуры, которые вот как вот такую законченную мысль по этому поводу выдали в виде обращения, хоть и в социальных сетях, но мы, в принципе, знаем, что они у нас являются лидерами общественного мнения, соответственно, к ним прислушиваются. И вот два человека, которые действительно такой комплекс решений, видения и решения предложили. Допустим, тот же Гусейн так расписал попутно, что происходит, что нарушается, и все-таки что надо было бы сделать, чтобы избежать именно провокации. Людей может это возмутить, и вот это может привести к тому, что какие-то волнения могут начаться. И мы сегодня понимаем, какая у нас обстановка в республике. Хотя вот на что, допустим, ты рассчитывал, когда вот делал вот это, готовил вот это обращение, следил за интернет-ресурсами, официальными ресурсами властей, ни у одного ведомства не появилось ни одного слова по этому пункту. Хасен, пожалуйста. Ассаламу алейкум, салам ашалдышук масли. Ну, ситуация сегодня, в которой мы должны ее, и мы, и власть должны учитывать сложившуюся и в республике, и в стране ситуацию. По всей стране идут протестные. Конечно, это есть вызвано непосредственно какими-то вещами заслуженные. Есть, конечно, влияние там из-за границы, которые провоцируют. И сегодня мы должны учитывать, и мы, и власть, что в данной ситуации много желающих найдутся на этой ситуации какие-то свои дивиденды получить за счет того усугубления и так вот этого тлеющего конфликта, который уже последний этап этого, так скажем, уже 28 лет. Поэтому и мы, как гражданское общество, и власть должны, на мой взгляд, сделать все, чтобы максимум избежать возможность или не давать шанс этим потенциальным провокаторам воспользоваться ситуацией и в республике создать какой-то, извиняюсь, какие-то моменты нестабильности или каких-то столкновений и так далее. Здесь мы должны, опять же, учитывать, с каким багажом мы к этому подходим. С прошлой ситуацией, с разграничением границы с Чечней. Да, мы здесь не говорим о том, что это правильно было заключен, это соглашение неправильно. Мы говорим о том, как это было сделано и какие последствия оно повлекло. На мой взгляд, это было сделано фактически как провокация, то есть какие-то тайные, кулуарные, общественность, на мой взгляд, должна была заранее поставлена в известность, какие-то публичные прения должны были быть, какие-то обсуждения, чтобы население было в курсе вообще, что происходит, чтобы население могло до этого посмотреть, изучить вопрос, чтобы понимать, что на самом деле, выслушать какие-то точки зрения и так далее. Сейчас то, что вот со стороны Северной Осетии прозвучало, я к этому хорошо отношусь, что с той стороны вообще это обсуждается и выносится на обсуждение, с каким бы умыслом они ни были. По крайней мере, это говорит, что в обществе Северной Осетии этот вопрос не является табу, как мы видим у нас. И очень разочаровывает, что на фоне того, что было, тем более в прошлые 2 года, руководство Республики Ингушетия такое подозрительное молчание хранит, это вызывает беспокойство в обществе. И я думаю, здесь
со стороны гражданского общества мы должны оказывать какое-то давление на руководство Ингушетии, чтобы, конечно, может быть, мы не знаем, что в голове там в кулуарах власти у чиновников, какие у них планы, мы не знаем, но мы должны исходить из того, что уже было, и понимать, что это может повториться. Поэтому, на мой взгляд, мы должны делать то, что можем в рамках закона, в том направлении, чтобы как-то застраховать республику, население обеих республик от возможных провокаций. Я вижу это в таких вариантах. Или депутаты существующего парламента, например, должны публично заранее обратиться к населению, возможно, дать клятву на Коране, что они не будут ратифицировать со своей стороны какие-либо соглашения, подписанные без учета закона о реабилитации репрессированных народов, или в этом плане двигаться, или в том плане, что требовать от руководства республики распуска парламента и выбирать новый парламент, в котором будет, по крайней мере, большинство людей, которым будут доверять люди. Да, руководство у нас поменялось, но в общем, на фоне предыдущих событий, там, десятилетия и в ретроспективе последние сотни лет, в ингушском обществе уже сформировалось большое недоверие к власти в общем, республиканской власти, поэтому на фоне этого недоверия, я думаю, если вот в такой постановке, как ставится это вот со стороны Северной Осетии, если в таком виде это соглашение будет заключено, я думаю, что в Ингушетии общество это резко негативно воспримет. И вообще в целом, вот давайте так, вот есть такой очень важный момент в этой истории. Федеральный центр, который часто запускает механизмы, по их инициативе они и обычно успешно и закрываются. В данный момент, смотрите, буквально в конце прошлого месяца в Москве прошли ряд встреч. Одна из этих была такая публичная встреча, но за этой встречей была такая кулуарная встреча в Кремле с чиновниками администрации президента Путина, где, в частности, по нашей информации, обсуждался вопрос пригородного района. То есть это до заявления Тедеева. Вот на всю эту картину вообще никак не реагирует наша власть все-таки. То есть как здесь на это все смотреть? Все-таки это, мы можем видеть ее как провокацию или как запуск такого механизма из расчета, что они что-то просчитали, и они не проверяют, на что общество или власть способны. Чиновник четко обозначил, что в 2021 году, в мае, вопрос будет закрыт. Он даже не предполагает, он четко обозначает время окончания. Анжела, в твоем обращении было видно, что ты возлагаешь надежду на то, что все-таки власти понимают важность, ценность этого вопроса для нашего общества, и ты призывала, чтобы они отреагировали на это. Почему они молчат? Сәдик Халшин Масняр. Да, когда я, услышала это видео, мне его прислали на WhatsApp. Рассылка, вы знаете, первая, которая пошла, рассылка, она пошла через WhatsApp. Вот, кто-то это нашел. Вы знаете, даже то, что я скажу, наверное, так, что то, что она первоначально появилась вот в сети WhatsApp, говорит о том, что ее умышленно запустили. Ее пропустили, значит, она пошла, вы знаете, как у нас быстро расходится подобная информация, потому что только потом эта информация появилась в социальных сетях. Только потом ее стали обсуждать, только потом ее, стали комментировать в наших тоже средствах массовой информации. Независимые СМИ, официальные, как вы понимаете, молчат. Вот. Но, вы знаете, я тут хотела бы разделить, Ахмед спросил по поводу реакции чиновников, я бы хотела бы сказать, параллельно тоже сказать реакции общественности. Честно, как и вы, естественно, я ожидала, что реакция, она будет более такая, по крайней мере, со стороны общественных организаций, она будет более резкая.
Ну, вот такие заявления, да, не буду повторяться, как Ахмед сказал, прям прописывается четко период, значит, вот в течение этого периода, значит, мы, ну, полагаем, он сказал, ну, постараемся, у него было такое вот, значит, такое вот слово использовано, да, в его выступлении, но это глубокое заблуждение, я сама себе ответила на этот вопрос, но представьте себе, если реакция общественности, а мы знаем, как бы ни пытались соврать, как бы ни пытались принизить значение событий осени 2018 года, о том, что порядка 100 тысяч человек, а то одномоментно был период, когда около 100 тысяч человек собрались на этой площади. А так время от времени, если полагать, что уходили люди и приходили на эту площадь, то можно сказать, что подавляющее большинство, 80% на этой площади побывали. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди выражали свой протест, люди выражали свое несогласие, решение. Но я здесь хочу вам сказать следующее. Разве есть более роднее, более дороже, более, не знаю, чем пригородный район для ингуша? Назовите мне хотя бы одного ингуша, у которого корни не уходят в пригородный район. Это колыбель ингушского народа. Вы можете себе представить, значит, посягательство на колыбель ингушского народа, на Ангуш, там, на все остальные населенные пункты, да, где веками жили ингуши. Ну, как можно быть? Нужно быть, наверное, не знаю, или большим негодяем, или большим идиотом, я прошу прощения за грубость, да, для того, чтобы полагать, что ингушское общество проглотит, если руководство Республики Ингушетия позволит себе подписать соглашение так, как это видит себе осетинская сторона. Это незаконное соглашение, незаконное. Вот такое вот этого надо бояться всем. Потому что когда ты объясняешь народу, когда это публично, когда это открыто, когда люди знают, когда люди это обсуждают, ты можешь понимать и говорить с людьми, и это можно контролировать. Когда ты пытаешься действовать за спиной у народа, и вот массы людей, мы сейчас мы говорим о простых людях, и это неконтролируемо. Вот что опасно. Вот это как раз опасно. Вот о чем нужно думать власти, когда она молчит и никаким образом не реагирует тогда, когда она должна это делать. Поэтому вот здесь вот и реакция общественности будет. Сейчас некоторая такая выжидательная позиция. Выжидательная на то, что скажет парламент, председатель парламента, депутаты, что скажет исполнительная власть в лице главы субъекта или руководителя администрации. Вот, поэтому мы все этой реакции ждем. Вот. И то, что кто-то встречался, да, я каким-то тоже как бы были такие разговоры, поэтому я полагаю, что вот это вот заявление продуманное, обсудили вот заявление Тедеева, да, на уровне руководства республики, оно же не просто так, вот захотелось чиновнику, да, министру, значит, выступить, он выступил. Нет, конечно, это все четко прописано, все идет по плану. Высказав сегодня вот то, что они там сказали, услышав то, что мы написали в социальных сетях, о том, что, значит, говорится в ингушском обществе, если они полагают, что из этого можно делать вывод, ну, что ингушское общество, власть в Ингушетии вяло текуще отреагировало, это тоже глубокое заблуждение. И я бы не советовала, значит, ориентироваться вот на такие вещи. Я могу буквально коротко обозначить. Разговор, насколько нам известно, там шел о том, что федеральные власти готовы включиться в этот вопрос в ключе интеграции ингушей пригородного района в процессы в Северной Осетии. Сейчас вот Анжела, ты такой момент обозначила в плане, не ведет ли вот это все, вот это ожидание, вот эти заявления разные, недосказанные заявления или отсутствие реакции к тому, чтобы притупляется бдительность общества. Может ли это к этому привести все-таки? Вот, честно говоря, большинство опасаются сценария 2018 года. Значит, вот мое глубокое убеждение, то, что вот власть не отреагировала на вот это вот выступление и на эти моменты, она отреагировала, но она отреагировала молчанием. Вообще на эти вопросы, на вопросы границ наложено табу. Это прямым текстом сказано.
никаких вопросов на официальных уровнях по, значит, Северной Осетии, по границе, по выданным районам. Закрей. Это табу только для ингушской части, но не для осетинской, я так понимаю, правильно? Это табу для ингушской части, ингушским руководством. Это табу наложено, я имею в виду сейчас наше руководство, руководство Ингушетии. Я не говорю о кремлевском руководстве. Поэтому, вот я и говорил, и сейчас говорю. Вот смотрите, 18-й год, все-таки в аналогии уйти нам никак не придется. 18-й год на этом, при принятии закона о утверждении границы, об утверждении соглашения, подписанного главами, фактически против него проголосовало 17 человек. Сегодня у меня лежит личное подписанное заявление 17 человек, которые говорят, что они голосовали против. Кроме того, на судах, на всех уровнях судов 14 человек присутствовали и в открытую на суде заявили, что они голосовали против этого соглашения. И если мы вот сегодня не сделаем, или силой общественности, или действительно, значит, проведя какие-то досрочные выборы нашего парламента, изменив систему голосования, и оставив все в единой России, опять у нас ничего не получится. Если мы не наберем принципиальный, патриотичный состав парламента, я, например, сегодня не убежден, что опять этот вопрос не может быть, значит, решен вот таким по аналогии 2018 года. Поэтому нам как никогда надо быть на страже. Сегодня вот надо продумать всем, принять какие-то превентивные меры на законодательном уровне, чтобы вот этого невозможно было сделать. Казалось бы, в нашей республике есть формализованные такие сообщества, так называемые политические партии. Да, ну, где-то у кого-то есть какой-то авторитет, у кого-то его, в принципе, нету. У кого-то этот авторитет просто подкреплен, скажем так, вертикалью власти. В общем, по-разному. Но суть в чем? В том, что есть в ингушском обществе так называемые игроки, которые претендуют на влияние на это общество. На влияние через политические партии, через участие в парламенте, в выборах парламента, в муниципальных выборах. Вот теперь такой интересный момент. Почему вот эти партии, вот когда возникают вот злободневные такие вопросы, вообще никак не реагируют, но при этом обильно чего-то нам обещают, условно говоря, что-то говорят, когда речь заходит о том, что их надо избрать в парламент или в муниципалитеты. Вот этот момент, Хусен, ты тоже затронул. Что это такое? Почему такое отношение у политических партий, когда нам это все нужно, когда они нам особо, как говорится, погоду не делают, они с нами пытаются где-то общаться, призывают к тем же встречам с избирателями или еще с кем-то. Что это такое? Почему такой разрыв происходит? Ну, по какой причине люди так или иначе себя ведут, мы не можем знать, что у них находится в сердце или в голове. Но, честно говоря, у меня складывается впечатление, что некоторые политические и гражданские деятели Ингушетии, их не то что устраивает какие-то, например, вот такие конфликтные ситуации, вялотекущие с соседними регионами или какие-то острые вопросы, а это для них своеобразный такой долгосрочный инструмент, чтобы поддерживать нужные для них моменты, как бы поддерживать свой хайп, начинать ковырять эту болячку и так далее. И это как раз-таки вот это молчание не только со стороны власти, а со стороны многих громких, так скажем, общественников, оно и вызывает беспокойство тем, что после подписания какого-то негативного для Ингушетии, они опять же начнут на этом хайп ловить, и это будет провокации, естественно, там, ну, хотя они там уже будут не нужны, как я думаю. Вот такой момент. Хусен, это очень важный момент, сейчас ты затронул больной вопрос нашего общества. Почему превентивно никто не действует? Что происходит? То есть я думаю, что у людей в принципе нету намерения и задачи как-то поспособствовать
решению, благополучному решению того или иного вопроса. У некоторых людей, по всей видимости, жизненная позиция, пусть проблем будет как можно больше, пусть они будут как можно острее, а вот на этой остроте мы будем уже там получать там социальные дивиденды. Тогда у меня вопрос следующий возникает. Но все-таки вот мы понимаем, насколько, ну, такой небольшой вывод можно сделать, да, вот есть общество, есть органы власти, государства, которые выдерживают определенную дистанцию со своим обществом. И в этом обществе все-таки есть такие институты гражданского общества, которые как бы должны были бы представлять интересы общества. То есть как бы аккумулировать мнение, требования и как-то стать мостом между властью и обществом. Анжела, вот вопрос к тебе. Как ты думаешь, вот что происходит? Вот ты являешься общественным как бы деятелем. Получается, ты каждый раз, когда высказываешь мнение, ты его высказываешь от себя. Все-таки есть другой уровень организации, объединения, движения, которые должны были, условно говоря, или перехватить эту инициативу, или что такое сделать. Ну вот всего этого нету. Ну, получается, опять же, вопрос, как быть обществу? Есть какой-то рецепт, как нам сделать так, чтобы нас услышали правильно, чтобы это дошло, чтобы мы получили обратную связь. Ну, как нам действовать все-таки? Что делать простым людям? Ахмед, я вот знаю, и я читала вот это обращение. Оно, кстати, было незадолго до вот этого выступления министра осетинского. Это обращение от имени Совета Тейпов вот по пригородному району. И это обращение было направлено председателю парламента. Я не знаю, в курсе ли Закри по поводу этого обращения, читал ли он его и известно ли депутатам, но это обращение это не то, что председатель Совета Тейпов подписал. Это обращение подписали представители более 90 тейпов Республики Ингушетия. Вы можете себе представить, сколько за ними стоят человек. Это очень много людей. И они не просто там, знаете, сами по себе пришли и сели. Это люди, представители от каждого тейпа, потому что ингуши очень следят за этим, чтобы они, каждый свой тейп был представлен достойным представителем. И это не просто их там сказали, иди, ты будешь представлять. Нет, этих людей выбирали. И это обращение, оно на 3 страницах, оно объемное, оно охватывает вот все, кстати, вот и проблемы, и исполнение закона о реабилитации репрессированных народов. И председателю парламента с требованием вынести на обсуждение вот тот самый законопроект, о котором говорил Закри. И поэтому реакция была. Реакция она была, и еще общественные организации тоже обращались. Вот мы просто сейчас с вами разговариваем вот в той вот этой паузе, ну вот поживем, как говорится, увидим, да, в той самой паузе, когда есть обращение, пусть там нескольких человек, да, там обращение к власти, и мы все ждем, я в том числе жду реакции власти. И люди хотят услышать, потому что, ну, называйте как угодно, говорите, мы наивные, говорите, что мы недальновидные, и тем не менее, но ни одного нормального человека, ингуша, у него будет, да, глава субъекта, глава Республики Ингушетия позволит подписать противозаконное соглашение. Оно противозаконное. Оно не имеет под собой никакой почвы. И появление закона о реабилитации репрессированного народа в 1991 году, оно просто-напросто перечеркивает все незаконные правовые акты, которые были до 1991 года. Они признаны преступными, как сказал Закри. Поэтому, я думаю, мы услышим эту реакцию. Я абсолютно в этом уверена. И она будет жесткая реакция, если и дальше руководство республики будет продолжать молчать. Хорошо, тогда действительно вопрос, тогда Закри, к тебе перетекает. Все-таки вот это обращение, значит, было от Совета Тейпов. Как в парламенте рассмотрели этот вопрос? Была ли реакция на него вообще? Магомед, вот эти обращения было и раньше, еще несколько лет назад. И вот это последнее обращение. Дело в том, что, допустим, вот первое обращение еще Доскиев, когда нам писал, как бы на парламенте обсудили, хоть сделали вид, что мы его обсудили. А вот последнее обращение Совета Тейпов, оно вообще
не все депутаты знают ее. Вот политический орган власти, парламент, это обращение не рассматривал. Оно осталось в туне. Значит, Поэтому, это... Я прошу прощения, значит, это вопрос к Индиеву. да, это вопрос к руководству. Яндиев сейчас Да. болеет длительное время. Значит, там замечает, в последнее время замечает Сукиев. Но вот эти вопросы, даже наши обращения депутатов, зачастую, вот скажем, законодательной какой-то инициативой, вопросы, значит, по пересмотрению вопросов голосования 2018 года, все остается, понимаете, под сукном. Вот проект закона об, значит, установлении границ или об установлении территориальной целостности Республики Ингушетия, проект этого закона был подан группой депутатов через съезд, через, значит, колено этого закона. Поломали там отдельных депутатов, ну, потащили там с минимальным преимуществом. Поэтому я ожидаю, что аналогичная работа будет и вот, по данному вопросу, по данному природному району. Хорошо, поэтому нам надо всем мобилизоваться. Всем надо мобилизоваться. Если можно, я добавлю. Также вот, если мы анализируем реакцию общества, такую вялую реакцию, мы не можем не учитывать, под каким давлением общественность находится последние годы. Да, да. Вот эти вот десятки общественников, которые находятся в заключении последние 1,5-2 года, вот это запугивание, открытое запугивание населения вот этими репрессиями, огромными штрафами, обысками, уголовными делами. Поэтому здесь, с одной стороны, где-то можно эту такую вялую реакцию попасть. Я думаю, что, и общаясь с людьми, реакция такая, что ну давайте посмотрим, что они сделают, а потом уже будем там решать. Да, действительно, ты сейчас очень важный момент заметил. Вот это давление, под которым находится общество. Один момент даже скажу. То обращение, которое я там в Фейсбуке опубликовал, до того, как его опубликовать, я с несколькими людьми обсуждал и спрашивал, что бы вы добавили к этому, что вы здесь видите, там это. И были люди, которые, ну, с которыми я часто общаюсь, мы обсуждаем политику, они тоже общественники. И были люди, которые говорили, а зачем тебе это нужно? Ты понимаешь, что ты попадешь на карандаш там, ты не сможешь там на какую-то работу пойти там это. Ну, в принципе, у меня нет каких-то амбиций, я всю жизнь своими руками себе хлеб зарабатываю, поэтому идти куда-то в власть меня это не ограничивает. Но такие предостережения, и такие они везде есть, поэтому это тоже очень сильно влияет. Но это, опять же, проблема сегодняшней власти Ингушетии, потому что от того, что там муфтият поставили незаконно, совет таипов поставили незаконно, общественные организации там позапрещали, людей этот нарыв, который формируется, и у него нет возможности как-то реализоваться в виде контакта с властью, видимо, в виде обращения, чтобы люди видели какую-то реакцию общества. Но это давление, оно нарастает. И лучше было бы власти понимать, что при рабочих общественных структурах здравых эту ситуацию более-менее можно контролировать, чем от момента, когда этот нарыв может взорваться и какие-то негативные последствия. Как правило, в нашей стране эти негативные последствия бывают для нашего народа. Но опять же, власть должна учитывать, что рано или поздно в сознании народа может сформироваться четкое окончательное понимание о враждебном отношении к власти, к нашему народу. Потому что если это происходит десятилетиями, столетиями, одна подлость за другой, то как бы ни говорили люди, которые находятся в правительстве, как бы они не уговаривали народ, как бы они
говорили, что есть какие-то высшие цели, к которым мы должны, к которым мы идем непонятно с какой стороны. Рано или поздно это может вся ситуация выйти из-под контроля. Да, Хусейн, я согласен, действительно, ситуация такая, что общество довольно под сильным давлением загнано, что вот на какие-то промежуточные моменты может не реагировать, но вот все-таки понятно, что когда ребром вопрос будет поставлен, общество на этом, скорее всего, отреагирует, потому что периодически, если проследить политическую историю ингушского народа, часто так и случалось, что вот люди долго терпели. Я бы даже сказал, что когда не надо было терпеть, а надо было хоть что-то делать, да, все-таки мы откладывали этот вопрос, да не может быть там, да, все-таки это же наши люди там во власти, все-таки у них есть какое-то чувство ответственности. Мы на это все надеялись, оттягивали вопрос, не поднимали эти вопросы, как бы, и в итоге получали то, что перед фактом нас ставили. Это часто повторялось. И при этом общество реагировало довольно эмоционально, если как мягко выразиться. Ахмед, я бы хотела немножко вот что сказать. Я разговаривала вот в эти дни, я разговаривала с некоторыми чиновниками, но с чиновниками, это наши люди, да, это жители нашей республики, это ингуши. Они работают в таких достаточно серьезных министерствах, которые непосредственно будут касаться этот вопрос. И это не последнего уровня чиновники. Так вот, они говорят, вот в личной беседе, они говорят, что это совершенно неприемлемо для них, и при подготовке документов, при рассмотрении, там, где будет зависеть от них, то они всецело займут позицию, станут на сторону народа, потому что пригородный район это святая святых, да. Я что хочу сказать, вот сегодня еще есть время у всех чиновников, они каждый знает, кто за что отвечает и кто какую роль должен выполнять, у кого, перед кем какие задачи будут поставлены. Каждому из них, начиная от самого первого лица и заканчивая последним чиновником, которого будет касаться эта тема, должен задуматься и должен сам себе ответить на вопрос. Если ты пойдешь против закона, против народа по решению вопроса к пригородному району, то ты должен сегодня уйти. Просто написать заявление и уйти. Если ты понимаешь, что ты слаб, если ты понимаешь, что у тебя не хватает мужества, если ты понимаешь, что ты готов выполнить незаконное решение только потому, что тебе это спущено сверху, просто надо уйти. Если он не сделает это сегодня, завтра с него спросят. Почему-то очень глубокое заблуждение даже у тех чиновников, которые стоят за соглашением 2018 года о том, что это вот просто так. Вот было и забыли. Так нет же. Понимаете? Ведь народ-то спросит. Не сегодня, завтра, 5 лет, 10 лет обязательно спросят. А у ингушей мы знаем прекрасная память. Очень хорошая память. Все помнят все хорошее, что сделал человек, все плохое. Поэтому лучше написать. Будь это депутаты, те же самые депутаты. Напиши заявление и уходи. Нарушение закона, тем более закона о реабилитации репрессированных народов, да, это миллионы людей, миллионы. Это самое, что ни на есть преступление. Анжела, мы, в принципе, условно говоря, понимаем часто, как депутаты попадают в парламент. Не в обиду сказано будет за Крым. Есть люди авторитетные в обществе, которые туда попадают. Но есть люди, которые в обществе знать не знает никто, но они сидят в парламенте. И как туда попали, мало кто может понять часто. То есть, это такое мое субъективное мнение, но факт остается фактом. И сегодня обществу можно сделать такой большой вывод, что они туда попали не просто так, а, наверное, все-таки из-за того, что мы своевременно не отреагировали на выборные процессы. Можно так сказать? Да, да. Можем как-то повлиять на депутатов через выборные процессы, через какую-то бдительность, через серьезное отношение к выборам, к кандидатам, к вопросам кандидатам. Действительно, когда в Ингушетии идут выборы, я давно уже не слышал, чтобы кандидаты вообще в принципе обсуждали в предвыборной гонке, обсуждали вопросы, такие политически важные вопросы, как отношение к территории Западной Ингушетии, пригородного района, Владикавказа.
этот вопрос вообще нигде не фигурирует. То есть вот они идут в парламент, условно говоря, без позиции на этот вопрос. То есть соответствующе не получается ли так, что когда что-то происходит с этим вопросом, условно говоря, мы не можем к ним обращаться, получается. То есть мы с ними даже договор такой не заключили, предвыборный договор, что они будут за этот вопрос перед нами отвечать. Магомед, можно я по этому вопросу немножко скажу? Это вот не то, что торг, это законная постановка вопроса. Если идет человек в парламент, в орган от имени народа, народ должен знать, что он может сделать, какие у него мысли, какие у него планы. Это законная постановка вопроса. И еще, все-таки вот бытует мнение, что где-то там игнорировать выборы, мол, это дело не наше, там это все равно Единая Россия протащит на своих. Мне кажется, это в корне неправильный подход. Мы должны, наоборот, на всех уровнях вести работу, чтобы на выборы пришли как можно больше людей. Люди, которые имеют гражданскую позицию, они определились выбором, и чтобы 80% людей пришли именно к урне. Тогда фальсифицировать будет очень тяжело. Сегодня, когда приходят, фактически мы и так их игнорируем. На все выборы практически у нас максимум приходит 10-15% избирателей. Показываем мы 60-70%. Из них 80-90% значит, за соответствующие блоки кандидатов в депутаты. Вот тоже зарыта собака, которую мы просто даем на откуп вот нечестным людям, которые занимаются этими выборами. Тогда вопрос у меня все-таки, Росен, Анжела, вы что думаете? Вот очень не хотелось бы, чтобы мы общество, условно говоря, призывали бы к каким-то иллюзиям. То есть мы сейчас прекрасно понимаем ситуацию в целом в России. То есть мы не можем рассматривать Ингушетию как какой-то политический оазис. То есть можно ли все-таки говорить о том, что это не иллюзия, что на процессы эти можно влиять, что участие в выборах является важным моментом охраны собственных интересов? Здесь есть такая пословица: если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. В принципе, ингушский народ очень аполитичный народ. Настолько аполитичный, что у нас даже в понятии, фактически мы сейчас находимся в периоде выхода из общественно-родового строя и в период формирования нации как таковой. То есть у нас еще не сформировалось национального самосознания, у нас до сих пор где-то очень глубокий общественно-родовой строй еще сидит. И это взаимоисключающие, в принципе, отношения к окружающему. Здесь, конечно, ингушское общество должно реформироваться. К сожалению, власть все время ставит вот такие общества перед экстренными такими моментами, когда в такие стрессовые ситуации общества, когда оно должно как-то бурно реагировать, а механизмов реакции хороших нету. Я думаю, что ингушское общество здесь должно примерно такими. Мы должны все общественники договориться между собой, объединиться какой-то из зарегистрированных крупных российских партий, пусть это будет там Компартия, пусть это будет Яблоко. Здесь не до чистоплюйства сейчас, что там они там против религии были 100 лет назад. Если мы говорим о политике и хотим на политическом уровне отстаивать какие-то интересы, и мы видим, что сегодня вот эта вот выстроенная вертикаль, в этой вертикали Единая Россия, которая там с 90% приходит в парламент и делает все, что ему хочется, мы должны каким-то образом, так как мы это можем, а это возможный вариант, к примеру, Компартия – это крупная, сильная партия, и если мы дадим со своей стороны ингушское общество какие-то гарантии, что мы большинство будем призывать и выйдем голосовать на Компартию, приходите сюда, организуйте, мы выдвинем своих кандидатов, если надо, они в партию вступят и так далее. И при поддержке Компартии там какой-то баланс достичь в парламенте Ингушетии, который мог бы противостоять где-то там каким-то нелепым вещам. Вот то, что ты сейчас поднял вопрос выборов, это не отвлечение, мы не отвлекаемся от той темы, которую мы сегодня обсуждаем, а наоборот, это очень и очень тесно связано.
Вот сегодня Закри сказал о том, что вот тогда, в 2019 году, ошибка, которая была, значит, эта власть просто переломив через колено, вот он сказал такое, значит, пролоббировала, просто протащила закон о муниципальных образованиях. Мы же не говорим о том, что закон не нужен был о муниципальных образованиях, он нужен был. Он нужен был. Мы были два субъекта в России, у которых не был принят этот закон. Мы должны были его принять, да? Ой, я прошу прощения, в 2009. 2009. Да. Вот, в 2009 году приняли. Так вот, тогда закон, когда этот принимали, значит, практически там немного только, не хватило совсем немного для того, чтобы как бы заблокировать этот закон, да? Таким образом он с небольшим перевесом только был принят. Ведь... 1-2 года. Да, 2 года, вот, пожалуйста. Значит, большая ошибка, вот она, ошибка, когда должны были делать выбор, когда были выборы, когда надо было выбирать депутатов, понимаете? И тогда мы сидели молча, значит, игнорировали выборы и считали, что, ну, там, как будет, так будет, все равно там, значит, идет там потасовка голосов и так далее. Когда, например, согласовывали с муниципальными образованиями, с руководителями горсоветов, с руководителями этих районных депутаты, советы районных депутатов, да, председателями, прекрасно мы знаем, и Сунжинский район, когда соглашение было, какие бумаги были подписаны? Они же были все в интернет-сети, эти письма были. Эти подписи были этих председателей горсоветов, которые сегодня сидят так молча и думают, что люди об этом не знают. Они свое согласие давали, они говорят, да, мы согласны с соглашением. Оттуда, вот они самые эти депутаты муниципальных образований. И даже там, когда проходят вот эти вот выборы, так просто надо бороться за каждое место муниципальных. Маленькое село нету, маленького нету, большого нету. Есть все, это выбор, это депутат. И нужно просто бороться за каждое место. Я многократно об этом говорила, я писала о том, что выборы, особенно предстоящие выборы, вот я принимала участие в выборах 2016 года. Я не буду на этом останавливаться, да, но нас совершенно незаконно не зарегистрировали, да, там было много таких вот моментов, но это был очень хороший первый для меня опыт. Потому что я помогала готовить документы, я знаю вот это вот, увидела вот эту всю кухню внутреннюю, ну, много чего знаю вот в вопросах там выборов, да, участия в выборах, и какие проблемы бывают и так далее. И я еще раз говорю, что предстоящие выборы, может быть, даже они судьбоносные будут для ингушского народа, и мы должны принимать участие, ну, всем населением, и людям нужно об этом говорить, и надо людям объяснять. Если мы говорим, да, сегодня Единая Россия, она правит, она управляет, у нее рычаги все. Но посмотрите, все депутаты практически, которые проголосовали сегодня, тех, которых мы знаем, включая Закри и всех остальных, они члены партии «Единая Россия». И поэтому даже в числе делегатов, кандидатов, которые будут выдвигать «Единая Россия», там тоже будут достойные люди. И поэтому нужно говорить, чтобы люди голосовали. За кого голосовать? Кто? Программа его, насколько он переживает за свой народ, переживает за свою республику, и в том числе и другие партии. Это сегодня называют умным голосованием. И, конечно, самое главное, это должны быть наблюдатели. Вот вопрос наблюдателей для того, чтобы не было фальсификации, жесткое наблюдение за ведением выборов. Я думаю, что если у нас найдутся силы, они должны у нас найтись, и мы сможем провести вот эти выборы на самом высоком уровне, с большим участием и с большим количеством наблюдателей, прозрачно, вот все свои силы, все свои возможности, то на выходе мы получим хороший парламент. Это наша задача. Сегодня за решеткой оказались люди, которые призывали выполнять закон, следовать закону. Понимаете, поэтому я думаю, что это очень серьезная задача, очень серьезная. И многие проблемы мы могли бы решить. И еще один момент очень важный. Закри знает об этом, он говорил об этом неоднократно, не только он, и другие депутаты, о том, что у них лежит законопроект готовый о том введении смешанной избирательной системы. Понимаете, если этот закон примут, то тогда вот эта вот монополия партий, да, мы ее сможем потеснить.
Одномандатники, которые пойдут у нас на выбор, достойны из достойных, понимаете, тогда нам будет легче. И поэтому принятие этого закона – это архиважная задача тоже. Она вот очень важная задача. Ее тоже нужно решить для того, чтобы создать такие возможности. Для того, чтобы полноценный, работоспособный парламент депутатов, которые бы болели за свой народ, за свою республику. Ну и еще вот, может быть, мы, если кто-то сказал, что заканчивать, вот эта вот провокация, которая была по вопросу, значит, установления границы между нами и Западной Республикой, она, конечно, вызвана как говорится, прощупать, пробить, значит, дезинформировать, расстроить наше общество. Я просто хочу наших соседей призвать к благоразумию, призвать к добрососедству. Надо прекратить вот эти вот работу по, значит, захвату и неотпущению чужого. В конце концов, это противозаконно. В конце концов, это в конечном счете очень плохо аукнется для них, ингушского общества. Не то, что было в 1992 году. Сегодня, конечно, мы не допустим. Даже вот мы договорим сегодня о наших недостатках, мы говорим о том, чтобы исправить ситуацию. Но мы говорим, и я убежден, что даже вот это наше общество, вот это правительство, даже вот этот парламент никогда не пойдет на узаконивание того, что вот они сегодня озвучили. Даже вот в таком составе. Поэтому давайте, как говорится, жить дружно, давайте жить по закону. Действительно, Анжела в своем обращении тоже обратила внимание на этот момент, что Ингушетия сегодня, это Ингушетия не та, что была в 1992 году. Да, наверное, да, я ее читал тоже. И да. организованные какие-то государственные структуры, вот всего этого. Ну, несмотря на все это, вот мы сегодня почему этот вопрос обсуждаем? Потому что, казалось бы, в нашем понимании, когда должна была быть реакция, ее нету. Да, вот с одной стороны, 2022 год это не 2020 год, а вот реакции нету. В общем, мы поэтому как бы этот вопрос подняли. Я, да, согласен, что мы далеко не те, что тогда были, действительно. Тогда, конечно, настроение и лидеры какие-то были, ну, может быть, структура другая была, но она немножко не соответствовала тем возможностям, которые были у Северной Осетии. То есть они могли протащить как бы более, скажем так, агрессивно свои интересы продвигать и через федеральное руководство, и имели внутри республики имели более организованные структуры. Я думаю, все зависит от того, что произойдет в ближайшие полгода, в ближайшие месяцы. Если наконец-то как-то благополучно закончится вот эта ситуация с арестованными ингушскими общественниками, которые просто, на мой взгляд, государство занимается просто вымогательством, запугиванием населения и, в принципе, постыдным делом, потому что вот это вот противостояние мощного государства с общественниками, одно из самых маленьких народов России, с самой маленькой территории, вот эта открытая вражда и как бы попытка наказать, запугать, она в принципе выглядит для власти унизительной, мерзкой, и кроме брезгливого отношения ничего не вызывает. Я бы хотела бы так вот буквально два слова сказать о том, что самые судьбоносные какие-то события последним, вот, скажем, в 20 веке, да, послереволюционные, да, они все в истории ингушского народа так или иначе были связаны с пригородным районом. И даже события, вот если мы посмотрим, и создание республики, да, как тяжело она создавалась в 1924 году, да, и когда нас решили наши республики и объединились Чечено-Ингушетия, все-таки колыбель ингушского народа, еще раз это повторяю, пригородный район оставался у ингушей, да, их земля, исконная их земля. Мы помним прекрасно события 1973 года. Что стало причиной событий 1973 года? Ведь тот же самый пригородный район. В 80-м году, когда произошли события уже в Северной Осетии, что стало причиной этих событий? Сегодня о них очень мало вспоминает. Это вот бунт, который был устроен в Северной Осетии. Это тоже был пригородный район. А я уже не говорю о событии 92-го года. Сколько было жертв с одной и с другой стороны, какие были последствия, сколько беженцев
порядка 70 тысяч беженцев. Я думаю, что наш разговор сегодняшний, нашу встречу будут смотреть люди, которые не очень хорошо, может быть, знают нашу историю. Да? Я просто назову сейчас эти цифры. Это порядка 400 с лишним тысяч, 467, если я не ошибаюсь, человек убитых с ингушской стороны. Это дети до 15 лет, и все эти дети – это дети ингушской национальности. Это пропавшие без вести 198 человек, которых до сих пор не могут найти. Это 70 тысяч беженцев. Это разрушенные 13 из 19 населенных пунктов, сожженные, имущество разграбленное у этих людей. Это горе, это беда, понимаете? И это 92-й год. И что? Это тот же пригородный район. И все, кто бы это ни был, кто бы, будь чиновники московские, я не знаю, там федеральные, будь это региональные, будь это наши соседи, они должны понимать, что мы любим свою землю. Это наша земля, это земля наших предков, она по закону, по праву, по истории, она принадлежит нам. И нам ничего чужого не надо. Ничего чужого не надо, потому что в 1957 году, когда вернулись из депортации, то были переданы Чечено-Ингушетии 3 района. И вы прекрасно знаете, каждый ингуш знает, что ни один ингуш не проживает в этих 3 районах. И когда, значит, ставил вопрос о расселении людей после возвращения из депортации, ингуши сказали, что нам чужого не надо. У нас есть свой пригородный район, у нас есть своя земля, земля наших предков. Мы хотим жить на своей земле. И вот нужно просто это понимать. Вот, это один момент. И очень важный момент. Вот, прежде всего, должны бы это понимать люди, которые будут принимать решения или там, не знаю, рекомендации какие-то давать, да. Но есть еще одна вещь, очень важная, да. Мне почему-то кажется, я не знаю, может, кто-то разделяет со мной мою точку зрения или нет. Мне кажется, что сегодня осетинскому народу это тоже не надо. Вот не надо им, понимаете, они бы, мне кажется, у меня есть знакомые люди, я когда училась, общалась с осетинами, да, сегодня общаюсь, и многие ингуши общаются, ведут бизнес, да, значит, живут там, столько ингушей, да, живут, некоторая часть ингушей вернулись туда, они общаются, они встречаются, там, не знаю, учатся вместе. Здесь, в Ингушетии, в обслуживающем социальных сферах тоже много осетин работают. И нормально же люди общаются. В парикмахерских, я не знаю, там, в ресторанах, еще где-то. Да, работают осетины, мы это тоже знаем. И поэтому я хочу вот этот момент отметить, что народам-то это не надо. Народу, если сегодня справедливо решится вопрос о границе между Ингушетией и Северной Осетией, так как он должен быть решен, да, по закону о реабилитации репрессированных народов, мне кажется, осетинский народ выдохнет и скажет, ну, наконец-то эта проблема решилась. Мы сейчас не говорим о людях, действительно, вот как Хусен сказал, о провокаторах, о людях, которые держатся за свое место, которые там какие-то дивиденды получают за счет того, что постоянно держат накаленном вот таком остром состоянии вот эту вот проблему. Поэтому больше всего хочется, я думаю, ну, это нам, ингуши, миролюбивый народ. Нам хочется мира, согласия, спокойствия. Вот я желаю нам всем вот достигнуть этого мира, этого согласия и по закону решить наш вопрос, который должен быть решен. Он должен быть решен. Поэтому он должен быть решен по закону.